Урумчи – столица уйгурской автономии. Урумчи – это географический центр Азии и крупнейший город в Центральной Азии, с населением, сопоставимым с Ташкентом и Алматы вместе взятыми. Город служит главными воротами нового шелкового пути. 90% всего сухопутного транзита товаров из Китая в Евразию идет через уйгурскую автономию. ВВП Урумчи самый высокий в Центральной Азии, это крупнейший финансовый и инновационный центр. Урумчи называют столицей Азии. В 2025 году Урумчи посетило 50 миллионов туристов. Но, вы не поверите, всего 150 лет назад Урумчи был небольшим поселением-крепостью и имел китайское название – Дихуа. Мы расскажем вам, почему уйгурскую столицу перенесли в Урумчи и почему китайское название Дихуа было унизительным. На монгольском языке название Урумчи означает «прекрасное пастбище». История этих мест очень древняя. Изначально эти земли принадлежали древнему уйгурскому государству Гуши. Что это было за государство? Небольшое, но стратегически важное. Это одно из 36 государств западного уйгурского края до нашей эры. После того, как император Уди династии Хань отправил Чжан Цаня с миссией в западный уйгурский край в 138 году до нашей эры, китайцы узнали о существовании этого места. В те времена путь из китайской столицы Чиньян на запад вел в бескрайние пустыни и снежные горы уйгурского края. Государство Гуши располагалось у подножия Тяньшаня и было важным транзитным пунктом на Великом Шелковом пути. В VIII и IX веке эти земли принадлежали уйгурскому каганату. В эпоху Монгольской империи эти земли вошли в Улус-Угидея и Чагатайский улус, а позже в уйгурский Моголистан. Во времена Джунгарского ханства, 17-18 век, на месте будущего Урумчи была построена Джунгарская крепость с гарнизоном, которая служила опорным пунктом в кочевье хайратов. После разгрома Джунгар в 1758 году войска Цинского Китая заняли это место, построили укрепленный военный и административный центр и назвали его Дихуа. К 1795 году в окрестностях Дихуа насчитывалось всего около 3500 дворов. Даже спустя почти столетие, к 1875 году, это был все еще очень скромный, по меркам крупных городов, населенный пункт. Почему? Дело в том, что империя Цин устроила настоящий геноцид айратов, и в ходе разгрома Джунгарского ханства погибло до 90% монгольского населения от войн, эпидемий и массового бегства. Цинский Китай назвал весь уйгурский край общим именем Синьцзян, что означало «новая граница», «присоединенная земля». Имя Дихуа появилось именно в этот период. Цинский Китай построил здесь земляную крепость, которая сначала сохраняла исконное название Урумчи. Тогда столицей Синьцзяна была Кульджа, как военно-административная ставка китайского генерал-губернатора. Цинские войска расширили Урумчи на север, заново отстроив новый город. Император династии Цин, Циньлун, решил дать новому городу знаковое имя. Он переименовал его в Дихуа. Что означало это название? Это имя несло в себе присущий той эпохе оттенок высокомерия, просвещать и ассимилировать. Это был акт колониальной политики, расового высокомерия и неуважения к народам Синьцзяна. Однако, старое название Урумчи продолжало бытовать в народе. Уйгурский народ не собирался ассимилироваться, и маньчжурские власти ничего не могли с этим поделать. Позже, к западу от города, построили новый пригород под названием Гуннин. Этот старый маньчжурский город сегодня район в Урумчи с музеем под открытым небом. Ирония судьбы в том, что маньчжурская династия Цин, которая в названии Дихуа декларировала ассимиляцию уйгуров, но сами маньчжуры были ассимилированы ханьцами. В 1776 году уезд Дихуа стал областью, подчиненной провинции Ганьсу. Почему империя Цин хотела присоединить Дихуа к китайской провинции Ганьсу? Несомненно, благодаря его выгодному географическому положению. Эта уйгурская земля одинаково хорошо подходила и для земледелия, и для скотоводства. Как описывали этот край цинские чиновники, на юго-востоке он прилегает к горам, окружен водой, плодороднейшая земля. Не потому ли, что здесь глубокая почва и обильная вода, орошающие пашни, что этот край одинаково удобен и для земледелия, и для скотоводства? К тому же Дихуа служил вратами в Илийский край, ключевой стратегической позицией, связывавшей север и юг Тяньшаня,
транспортным узлом между Центральным Китаем и Уйгурским краем. Эта географическая важность создала необходимые условия для последующего процветания Дихуа. К 1864 году империя Цин подписала с Российской империей Чугучакский протокол и уступила огромные уйгурские территории. Россия, воспользовавшись бедственным положением империи Цин, погрязшей в опиумных войнах, отрезала большой кусок северо-западного Синьцзяна. В этой ситуации положение Кульджи становилось пограничным с Россией городом, а Дихуа, будучи в относительной безопасности, постепенно заменил столицу Кульджу в качестве политического, экономического и культурного центра Синьцзяна. В это время Якуб Бек вместе с уйгурскими повстанцами изгнал цинские войска из Кашгара, и на юге Синьцзяна образовалось уйгурское государство Ятишар. В 1870 году государство Ятишар захватило Дихуа. А в всем Синьцзяне начались уйгурские народно-освободительные восстания. В Илийском крае возник уйгурский Илийский султанат со столицей в Кульдже. Две противоборствующие империи, британская и российская, вступили в борьбу за сферы влияния в Уйгурском крае. Россия прямо оккупировала Кульджу и Илийский край, а Якуб Бек попытался договориться с Англией и Россией против Китая. Китай был в отчаянном положении. В Пекине, в цинском правительстве разгорелись острые споры. Одна фракция ратовала за морскую оборону, считая, что силы следует сосредоточить против угрозы с моря, прежде всего Японии. Другая выступала за сухопутную оборону, считая, что решать нужно проблемы Синьцзяна. И кто не мог убедить другого. В решающий момент выступил полководец-ханец Цзо Цзунтан. Он решительно настаивал на первоочередном решении проблем в Синьцзяне. Его аргументы были просты и убедительны. Потеря Синьцзяна – это не просто утрата огромных территорий, это гибель самого Китая. Эти слова тронули правительство. В 1875 году Цзо Цзунтан возглавил поход на запад. Он вез с собой гроб, символически показывая, что скорее умрет, чем вернется без завоеванного Синьцзяна. Западный поход Цзо Цзунтана оказался успешным для Китая, благодаря междоусобной борьбе среди уйгуров. В 1876 году Урумчи был отвоеван у Якуб Бека китайскими войсками. А в мае 1877 году Якуб Бека убили его же придворные. Так, всего лишь за 2 с лишним года Цзо Цзунтан уничтожил государство Ятишар. После взятия Кашгара китайцы выкопали из могилы труп Якуб Бека и сожгли его. Остатки уйгурских войск были разгромлены цинскими войсками. Большая часть Синьцзяна вернулась под власть империи Цин. Но русские оставались в Кульдже и не собирались уходить. Россия заявила, что это она разбила уйгурский Илийский султанат и заняла Илийский край для временного управления и наведения порядка. За это Россия требовала возмещения военных и других расходов – 9 миллионов серебром, огромные деньги. Под давлением китайский посол согласился на все и подписал Ливадийский договор 1879 года. Цинское правительство отказалось признать договор, подписанный под давлением. В 1880 году Китай направил на переговоры с Россией нового дипломата. Чтобы усилить свою переговорную позицию, полководец Цзо Цзунтан привел войска в уйгурский Кумул, показывая, что готов к военному захвату Илийского края в случае неудачи переговоров. Цзо Цзунтан призывал отвоевать у России весь Илийский край, но воевать с Россией напрямую Китай не стал. Оставалась только дипломатия. И тогда Россия пошла на уступки. Главный вопрос – Россия должна вернуть весь Илийский край. Россия выдвинула 3 условия – беспошлинная торговля, заем и контрибуция. Переговоры длились больше года. Наконец, в 1881 году подписали Илийский договор. Россия возвращала Кульджу, но оставила себе западную часть Илийской долины, и Синьцзян потерял озеро Балхаш. По нему Китай не только выплачивал 5 миллионов серебром, но и уступал еще больше земель и предоставлял русским дополнительные торговые привилегии. После нескольких раундов переговоров был подписан новый Илийский договор. Хотя по нему Китай все же терял немалые выгоды, но большая часть Илийского края оставалась в Синьцзяне. Много уйгуров так и осталось жить на российской стороне. После возвращения Илийского края стало понятно, что столица Синьцзяна не может находиться в Кульдже, несмотря на свой высокий исторический статус. Китай также боялся сделать столицей древний уйгурский город Кашгар, не отошли после страха перед уйгурским восстанием под предводительством Якуб Бека.
Поэтому выбрали Дихуа в самом центре Синьцзяна. Это позволяло учитывать интересы и южных, и северных районов, транспортное сообщение налажено. К тому же в населении Дихуа преобладали привезенные чиновники и военные, ханьцы и маньчжуры. Так, в 1884 году империя Цин приняла официальное решение учредить провинцию Синьцзян со столицей в Урумчи. Это было важное событие. До этого Синьцзян был лишь военным округом, управляемым генералом из Кульджи. Теперь же Синьцзян стал полноценной провинцией с равными правами с остальными китайскими провинциями. Ни о каком присоединении округа Урумчи к Ганьсу уже и речи не могло быть после уйгурских восстаний в Кашгаре и Кульдже. С этого момента Дихуа официально превратился в политический центр Синьцзяна. С повышением политического статуса Дихуа рос и сам город. Во время войны Якуббека с династией Цин и изгнания маньчжуров и ханьцев уйгуры разрушили маньчжурский пригород Гуньин. В 1886 году маньчжурские и китайские пригороды, до этого разрушенные, отстроились и объединились. Это объединение заложило основу современной городской структуры китайской части Урумчи. Уйгурская часть стала той базой, на которой вырос центр современного Урумчи. С эпохи империи Цин до эпохи Республики Китай-Гоминдана город сохранял колониальное название Дихуа. Альшинство уже не помнило и не понимало старого значения этого названия, и название Дихуа сохранялось. Настал 1949 год. После образования Китайской Народной Республики провинция Синьцзян преобразовалась в Синьцзян-Уйгурский автономный район, а столица Дихуа официально вернулась к своему первоначальному имени – Урумчи. От Урумчи к Дихуа и обратно к Урумчи смена названия стала свидетелем почти 200-летней истории Синьцзяна. Сегодняшний Урумчи давно уже не тот поселение городишко. Это современный мегаполис с небоскребами и хайвеями. Он является политическим, экономическим и культурным центром уйгурской автономии, главным городом всей Центральной Азии. Но если вы прогуляетесь по старому городу Урумчи, вы все еще увидите следы истории, мечети в исламском и даже уйгурском буддийском стиле, остатки архитектуры империи Цин, старые здания эпохи Гоминдана, они все еще остаются в городе. Для авторов этого канала Урумчи – родной город.